Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик, получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что ждет вас в следующие 7 дней? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах и надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим, какой будет для вас следующая неделя, что вам по судьбе, что нужно знать, на что надеяться, ну и на что обратить особое внимание. Так. Но неделя очень интересная. Здесь у вас полнедели идут в каком-то раздрае, и полнедели вы будете вот прям наслаждаться результатами своих трудов. Здесь, конечно, неделя заканчивается очень удачно для вас, прям тьфу-тьфу, постучу. Но для того, чтобы это все случилось, придется, конечно, конкретно и побороться, и пободаться, и где-то повести себя необычным образом. Знаете, тут справедливость вышла. Справедливость, которая говорит о том, что ваши все дела, они все под пристальным вниманием, да, за вами наблюдают, за вами смотрят. Если, например, высшие силы видят, что вы не вытягиваете какую-то ситуацию, не справляетесь, вам посылают людей, да, которые вам подсказывают, либо обстоятельства, которые вам помогают. В любом случае вас не оставляют на произвол судьбы. Смотрите, неделя у вас начнется достаточно жестко. Прям таки с первого дня, да, с понедельника вам придется столкнуться с какой-то проблемой, может быть, даже и с несколькими. Здесь у вас и дорога какая-то очень странная, сложная, и, возможно, какие-то вот прям как снег на голову, да. Если работаете, то на работе что-то, какой-то аврал начнется. Если вы не работаете, то вот, может быть, место, где вы живете, да, либо кто-то из ваших родственников, какой-то неприятной ситуации. И вам придется конкретно вот над этим поработать. Ситуация осложняется тем, что это все неожиданно, непредсказанно, да, и вы прям таки, сначала расстроитесь, а потом скажете, ну что делать, да, засучите рукава и пойдете прям таки в бой. Так, у меня свечка затухла, я без свечки не могу, извините. Зажгла я свечку, свечка чистит поле и помогает лучше видеть информацию. Так, мои дорогие, давайте, на чем мы тут остановились? Да, придется вам все-таки, да, выйти из этого момента разочарования и переживаний, засучить рукава и как следует поработать. Поработать вам придется, 2-3 дня максимум. Я вижу, что вы будете очень активны, и прям, знаете, у вас прям, как обида какая-то пойдет, да, вы скажете, как тогда? Неужели я не справлюсь? Неужели я не смогу? Знаете, как будет вам брошен вызов, а вы прям схватитесь за этот вызов, скажете, вот я сейчас себя покажу, вот я сейчас всем покажу, какая я есть, да, чего я стою и что я могу. Знаете, прям не будете вы чувствовать ни усталости, ни голода, ни жажды, будете активничать, очень активничать на работе, прям покажете себя, я не знаю, тут все свои лучшие качества, будете просто как бриллиант блистать всеми своими гранями. Люди, которые рядом с вами, от вас будут просто в шоке, да, это вообще даже ничего не сказать, настолько сильно вы удивите, особенно вы поразите свое начальство тем, как вы можете работать, насколько вы человек активный, яркий, целеустремленный, и как вы не боитесь брать на себя ответственность и прям как лошадка, извините за такое сравнение, но вы прям на себе все потащите, все вытащите на себе. Ситуация выровняется буквально 2-3 дня, вы заметите, что у вас пошло все на улучшение, на восстановление, что вы на коне, что ситуация под полным вашим контролем, а у кого-то и вообще полностью разрешена именно в вашу сторону. То есть будьте еще собой очень-очень горды. А потом, конец недели, вы посвятите себе, а возможно посетите какие-то
не знаю, учреждения, может быть, кто-то больничку посетит, кто-то посетит косметолога, да, салон красоты, будете заниматься собой. Я вижу, что кто-то готовится к чему-то, да, какой-то поездке, отдых, может быть, то есть что-то такое. То, что вас вдохновляет, то, что вас воодушевляет, вы будете готовиться к этому. Возможно, у кого-то детки куда-то будут уезжать. Я вижу просто, что вы будете собирать вещи, и настроение будет очень хорошее, прям такое, самое оно. Вот прям конец недели вас порадует какими-то хорошими новостями, встречами, общением. И здесь может быть как и новое какое-то общение ворвется в вашу жизнь, а может быть вот где-то, я не знаю, какой-то, может быть, интерес общий с кем-то у вас завяжется. То есть, ну, найдете в себе каких-то новых собеседников, товарищей, людей по интересу. Что-то вот у вас интересненько все сложится. Может, с кем-то договоритесь вместе там поехать в дорогу, да, вместе там держаться, чтобы там, ну, не скучно было, да, и не страшно. Здесь прекрасное время отдыха, наслаждения собой, своей жизнью и тем, что происходит. Так, что касается по здоровью. Ну, честно, у вас в начале недели вообще просто некогда будет болеть, вы об этом вообще думать не будете, вообще даже задумываться об этом не будете. Если даже где-то что-то, не дай бог, не так, то вы просто от этого отмахнетесь и не заметите, потому что у вас перед вами будут поставлены очень важные цели, которые вам нужно будет любой ценой получить, да, победить. Вы будете полностью сфокусированы именно на работе, на делах и на тех препятствиях, которые перед вами просто-таки из-под земли выросли. Вот. Дальше по здоровью. У вас вот какая-то эйфория идет. Эйфория от того, что вы проделали прекрасно работу, что вы добились результата, что вы человек, ну, который такой, знаете, успешный, да, вы будете себя хорошенечко так вот прям ощущать в этом мире. И даже если где-то какие-то вот, ну, неприятности по здоровью вам будут о себе давать знать, может быть, хронические какие-то заболевания, то вы стоически это все перенесете. Вы знаете, как с этим бороться, вы знаете, как это купировать, вы знаете, к кому вам обратиться, чтобы вам, ну, облегчили ваше состояние. Вообще, в целом это точечно, потому что я вижу, что у большинства со здоровьем прям тут все будет прекрасно. Вам некогда болеть, вы то сильно заняты, как говорится, горите на работе, то вы занимаетесь собой, своей жизнью, вы в хорошем настроении. То есть вот прям болячки, да, они к вам и не подходят. По поводу ваших близких. Но по поводу близких, если честно, я вижу женщину пожилую, да, либо это пожилую, ну, больше, конечно, как женщина, но может быть и мужчина, может быть что-то с гипертонией связано, с давлением, то есть какие-то такие могут быть проблемки, но они, опять же таки, они будут, ну, искусственного характера в плане того, что пожилой человек, может быть, там, ну, перекушал солененького, да, либо там недостаток воды, там, жидкости недостаточно потребляет, может быть, ну, вот связанный с природой, да, с погодой, вот какие-то скачки могут происходить. Это не ухудшение вот в целом, да, здоровья, а именно идет больше как, ну, искусственное, да, привнесенное состояние, с которым тоже я вижу, что вы легко справитесь. Ну, по крайней мере, ваш близкий человек легко справится. Так, что касается вашего любимого человека, семьи и брака. Гармоничные отношения, прекрасные отношения. У вас, знаете, как бы нету времени, чтобы спорить и ругаться. Потом у вас будет хорошее настроение, вообще причем не захочется. Может быть, где-то ваш любимый человек и совершит какой-то не совсем, например, достойный поступок, да, может быть, где-нибудь там, ну, перепьет там с друзьями, либо там денежки не столько, сколько должен принесет, либо ну, будет у него, да, вот какой-то косячок, да, за который его можно поругать. Но я вижу, что вы на это не пойдете. Так можете, знаете, слегка пожурить, да, чем очень обрадуете своего любимого человека. Знаете, вот вашему любимому человеку прям таки захочется вас благодарить, побаловать чем-то. Ждите какой-то маленький подарочек, может быть, романтик какой-то к концу недели, может быть, там, не знаю, там денежкой вам там даст, да, скажет, вот там сходи в спа, да, себя побалуй, а возможно даже вот прям таким что-то для вас, вашу какую-то маленькую мечту осуществит. То есть ваш любимый человек для вас постарается. Ну, как бы благодарность за то, что вы его там особо сильно не ругали и закрыли глаза на его какие-то не самые лучшие поступки. Вот. Ну, я вижу, что вы, конечно, огорчитесь, что любимый человек так поступает, но потом
вот прям придет понимание, да, что не все меряется там денежкой, либо, да, он как человек может там иногда там перепить там с друзьями, он же не каждый день это делает. То есть вы очень по-человечески отнесетесь, и за это вам будет большая благодарность. Так, для тех, кто присматривается лишь только к друг другу, да, здесь смотрите, момент того, что вы столкнетесь, может быть, с недопониманием. Ну, возможно, приревнуют. Либо вас приревнуют, либо вы приревнуете своего партнера. Опять же таки, да, это недопонимание, оно искусственного характера идет. Кто-то что-то скажет, сболтнет, не вовремя позвонит, да, то есть... И момент идет такой, что вы не уточните, больше там будете полагаться на свою фантазию, да, ваш разум родит какие-то страшные там для вас ужастики, либо у вашего человека то же самое, он постесняется у вас спросить, при этом придумывает себе всяких там гадостей и вот ужасов, да, в это все поверит. Для вас, лично для вас, я хочу дать совет, что если вы чувствуете, что вот какая-то ревность, да, подкралась к вам и вот-вот готова вцепиться в ваше сердечко, проговорите ситуацию. Не стесняйтесь, не переживайте. Просто придите и проговорите. Скажите так и так. Что это значит? Почему это так случилось? Почему это происходит? Объясните, пожалуйста. Я хочу понимать, мне очень это важно. Я не хочу там попусту там ревновать, да, и скатываться там в негатив в наших отношениях. Я хочу, чтобы было все честно и понятно. Поверьте, оно того стоит. И ваш любимый человек на вас по-другому посмотрит, и вы себя будете ощущать спокойно, потому что человек вам все объяснит логично, все по полочкам разложит, и вы перестанете переживать. Если вы почувствуете какие-то моменты ревности со стороны вашего любимого человека, тоже выводите его на конкретный конструктивный разговор. Не позволяйте человеку сходить с ума от этой ревности, потому что она реально очень деструктивная, может разрушить ваши отношения, либо хотя бы, если не разрушит, то откинет на несколько, не знаю, шагов назад, да, весь прогресс, к которому вы дошли. Ревности нет. Скажите, ревности нет. Так, дальше. Смотрите, у кого-то будет очень конкретный шопинг, да, либо вас кто-то будет туда звать, либо вы случайно туда попадете. Я вас прошу не покупать весь магазин. Вам очень там все понравится, может быть, цены очень выгодные будут, либо вы так гляньте, да, все нужно. Пожалуйста, постарайтесь хотя бы приблизительно набросать список и не тратьте все, что у вас есть, потому что вы можете скупиться, полмагазина купить, а потом это просто благополучно все выкинуть на мусор, да, потому что там срок годности пройдет или еще что-то. Там, да, очень хорошие будут цены, очень выгодные, но там какой-то подвох есть. Вот мне почему-то идет дата, я не знаю, дата, может быть, это срок годности. Вот, так что обращайте на это внимание и не покупайте больше, чем вы сможете, например, там скушать, либо носить, чтобы не было потом обидно. Так, еще момент. У вас, в принципе, неделя очень неплохая. Но, и как я вам говорила, да, вначале вы пободаетесь, а к концу недели, смотрите, у вас очень страстные отношения могут возникнуть с вашим любимым человеком, с вашим мужем. Но благодаря тому, что вы сможете понять друг друга в какой-то ситуации, достаточно спорной и достаточно сложной. Но я уже объясняла, да, что может быть. Поэтому, мои дорогие, самое время, да, немножечко себя там привести в порядок и насладиться именно вот счастьем вдвоем. Мои милые, это, наверное, самая главная тема, которая вас энергетически очень наполнит. Смотрите, здесь два человека, которые между друг другом сделали мостик, и вот они наслаждаются радугой. Радугой счастья, радугой наслаждения. Пусть так у вас все и будет. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.